воскресное богослужение в церкви «Краеугольный камень» города Якутска. Рад всех видеть, кто был вчера на выезде. Вас совсем немного, тех, кто был там вчера. Остальных, видимо, сил не хватило дойти. У нас 20 человек еще остались там. Ну, тем более, добро пожаловать вам всем. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся, поблагословим наше сегодняшнее собрание. Я надеюсь, Господь сделает чудо умножения, как обычно, после прославления. Нас станет чуть-чуть больше, но тем не менее. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость и благодать к нам. Благодарим Тебя за такой чудесный день, за солнце, за это здание, за наших братьев и сестер, за возможность здесь собираться, поклоняться Тебе. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки. Мы просим Тебя, Господи, Ты благослови нас. Господи, пусть Твой Дух, Он будет здесь, направляя нас, ведя нас. Господи, эта церковь, она принадлежит Тебе. Это не человеческая, но Твоя церковь, Господь. Мы всегда смотрим на Тебя и просим Тебя, Господи, благослови нас. Почти нас своим присутствием, Господи. Все, что здесь делается, пусть будет в соответствии с Твоей волей. Даже если что-то человеческое кто-то попытается привнести, пусть оно упадет, умрет и не принесет никакого плода. Господи, но всякое слово, которое от Тебя, пусть оно не вернется тщетно. Пусть никто не уйдет равнодушно, Господи, я прошу Тебя. Ты знаешь наши сердца, даже лучше нас, Господь. Кому нужно утешение, Господи, я прошу Тебя, пусть получит утешение. Ободрение, если нужно кому-то, пусть получит ободрение, Господь. Назидание, пусть будет назидание. Может быть, кто-то нуждается в обличении, Господь, пусть будет так. Двигайся, как Ты хочешь, Господь. Мы приглашаем Тебя. И мы славим Тебя. Прими эту хвалу. Ибо Ты великий Бог. Ты достоин всей славы, всей хвалы. Вся слава да будет Тебе. И весь Божий народ сказал: Аминь. Давайте мы дадим Господу аплодисменты. Аллилуйя. Мы поклоняемся. И давайте Его будем славить так, как никогда раньше. Аминь. Создал небо, создал звезды, создал землю. Ты наш вечный Бог, славит небо, славит звезды, славит все. Тебя, Господь, совершенного, создал.
достоинстве, славы и хвалы. Давайте мы полный аплодисмент дадим ему. Аллилуйя. Ты достоин. Аллилуйя. Давайте мы сразу помолимся. Вы знаете, у нас добрая традиция. Мы молимся за церкви, мы молимся за нашего епископа Андрея, за его семью. Сегодня они у нас в гостях. Как вы уже могли заметить, поэтому у нас есть возможность за них помолиться прямо так, вживую. Хорошо? И также за все, за что мы молимся. И пока мы молимся, можно уже позвать сюда детей. Хорошо? Чтобы нам времени не тратить потом. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за каждую церковь, которая есть в нашей республике. Господи, мы просим Тебя, благослови. Благослови церковь Нерюнгри, Господи. Мы провозглашаем мир, единство и Твою волю в эту церковь. Благодарим Тебя за церковь в Сунтарах, Господь. Благослови. У нас пастор Михаил здесь из Сунтара. Господи, пусть Твое помазание, благодать, оно будет также в его жизни, Господи. Благослови его обильно. Во имя Иисуса. Благослови церковь там. Мы также провозглашаем мир, единство и Твою волю в эту церковь, Господи. Господи, у Тебя Твоя церковь, она одна. Вселенская церковь, Господи. Мы имеем поместные общины здесь. Мы просим Тебя о Твоей воле, о Твоем водительстве, о Твоем благодати, Господи. Дай нам иметь единство между собой. Аллилуйя, Господь. Господи, мы просим Тебя за пасторов, за епископов в нашем союзе, Господи. Приносим перед Тобой каждую церковь на Дальнем Востоке, в нашем Северо-Восточном союзе, Господи. Дай мудрости епископу, как руководить, что делать, Господи. Пусть Твое водительство, оно будет в его жизни. Аллилуйя, Господь. Господи, и мы просим Тебя также персонально за епископа Андрея, за его супругу. Они сейчас здесь. И, Господи, продолжай их вести так же дальше. Укрепляй их во имя Иисуса Христа. Господи, я провозглашаю мир в эту семью. Пусть они физически ощущают помощь от Тебя, Господи. Не просто слова. Я знаю, у них есть свидетельство. Потому что Ты сказал, что не оставлю и не покину Тебя. Но пусть это также и дальше продолжается. Господи, благослови всех, кто их окружает. Благослови их детей. Пусть они будут им надеждой и опорой в их служении, а также надеждой и опорой в их старости, Господь. Пусть будут благословением, приносят им только радость. Благослови их внуков, Господь, которые также пусть будут им благословением. Пусть ничто их не отвлекает. Аллилуйя. И мы просим Тебя, Господи, за всех сотрудников, с кем они работают. Господи, пусть также они слышат голос Твой, они подчиняются Тебе, и они будут в помощь, Господь. Потому что мы работники Твои, мы не строим свое царство, но мы созидаем Твое царство, Господи. Дай нам помнить об этом всегда и двигаться в этом направлении. Аллилуйя, Господь. Господи, мы также просим Тебя за каждую нужду, которая у нас есть. В нашей церкви, у каждого человека. Просим Тебя, Господи, благослови, восполни каждую нужду. Если кто-то нуждается в исцелении, прямо сейчас я провозглашаю божественное здоровье в теле. Запрещаю всякой болезни именем Иисуса Христа. Пусть будет полное исцеление. Господи, наступает момент, когда люди переезжают в город, может быть, сейчас. Скоро новый учебный год. Решаются всевозможные вопросы. Кому-то нужна мудрость в плане переезда, Господи, пусть она будет. Нужна новая работа, Господь, если Ты восполни. Найди, чтобы это была достойная работа, с хорошей зарплатой, и чтобы оставалось время на церковь. Оставалось время на Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя об устройстве для тех, кто будет поступать куда-то или переезжает на новое место учебы. Дай хороших учителей, дай мудрости, как найти школу. Мы все отдаем это в Твои руки, Господи, во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Дети уже должны были выйти сюда. Выходим. У нас добрая традиция. Мы благословляем детей, потому что в Библии написано, что жизнь и смерть, она во власти языка. Дети, подростки, если есть беременные, я думаю, у нас все там остались, на выезде. Но нет, у нас еще кто-то
Я даже узнаю лица, кто вчера был, у вас еще сил хватило. Ноги целые, руки целые, слава Богу. Потому что вчера у нас эстафеты были, и кое-кто пострадал. Но тем не менее, и я хочу воспользоваться возможностью просто, так как у нас вот пастор Андрей, его жена Раиса, и мы всегда пастора Андрея просим, но я хочу вот Раису попросить, чтобы она благословила, как многодетная мама. И давайте мы присоединимся. В церкви должно быть их много. Рожайте. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за каждого, кто здесь сейчас. Ты благослови обильно, Господи, чтобы детское сердце оно жаждало Тебя. Чтобы, Господь, дети, вот каждый мальчик, девочка искали встречи с Тобой, Господь. Вот могли слышать голос Твой. Боже, благодарю Тебя за каждый талант и дар, который Ты вложил, Господь, в жизнь детей, чтобы все воплощалось, Господь, чтобы был успех, процветание, и достигали цели, Господь, которые ставят вот сейчас и в подростковом возрасте, Боже, благослови. И, Господи, все желания, мечты Ты также, Господь, осуществляешь. Благослови здоровье, Боже. Верю, что, Господь, Ты дал, Господь, хороший иммунитет каждому ребенку противостоять болезням. Боже, спасибо Тебе за дар, Господь, что дети, Господь, это подарок от Тебя. А мы, как любящие родители, Боже, мы нуждаемся в Твоей мудрости, Боже, воспитывать детей. И вкладывать в них, Господь, любовь к Тебе, вот, благослови обильно каждого ребенка. И тех, кто, Господь, ждет, вот, и кто желает еще рожать, Боже, благослови вот, матерей, Господь, жен, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Вы присаживаетесь ненадолго, наверное, или надолго? Я не слышу. Вы знаете, что вчера у нас был выезд церковью на природу, и из присутствующих, кто был, поднимите руку, пожалуйста. Меньше четверти, да, где-то четверть из присутствующих в зале. Я тогда расскажу всем остальным, наверное, вы фотографии уже видели. Мне тяжело сказать, ну, наверное, было хорошо, да, хорошее же время было. Я шучу. Было хорошее время, и мы давно уже никуда не выезжали в связи с пандемией. Я думаю, что было здорово. Было общение, было веселье и было учение в том числе. Хорошее благословенное место. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие просто в организации, пользуясь случаем. У нас большая группа из 20 человек осталась еще там, в домиках. Ну, они, наверное, уже собираются. Если кто-то смотрит нас онлайн, то всем привет. Спасибо всем, кто принимал участие, кто готовил. Вот Джон у нас там сидит, он молодец, он приготовил курицу. В определенном совести большое ему спасибо, потому что было нереально жарко, и 25 килограмм мяса это много, ну, как бы приготовить, вот, поэтому также всем, кто принимал в подготовке выезда, вот у нас была группа в домике, то, что там делали, всем, вот Алексей с Тони, вот они молодцы, единственные, по-моему, в той группе, кто приехали сюда, отдельный вам респект за это. Молодцы. То, что вы здесь с нами. И всем, кто приехал, вам спасибо. Я надеюсь, что вы были благословены, потому что мы много раз говорили, я постоянно подчеркиваю, не устаю подчеркивать это, что церковь это кто? Ну, я уже так спросил, что понятно, да, мы. Но церковь это не здание, то, что я хочу сказать. Мы благодарны за этот дом молитвы, который есть. Но церковь это мы. Церковь это люди, церковь это общение. И церковь она в том числе, куда эти люди они едут. Вот вчера у нас там была церковь. Написано, что хорошо братьям быть вместе. Ну и сестрам тоже. Хорошо иметь общение. Если посмотреть на первую церковь, когда глава Деяния она описывает, что происходило, написано, что они пребывали в учении апостолов, да, в молитве, преломлении хлеба и общении. Вот это вот 4 части, которые составляют, собственно, церковь. И все это прямо важно.
Важно иметь здравое учение, важно иметь молитву, важно участвовать в преломлении хлеба, да, то есть причастии и общение. Вот вчера было общение. Вот эти вот связи, они таким образом выстраиваются в церкви. Поэтому это такой тизер, ну, реклама следующего выезда. Нам ничто не мешает поехать еще раз в этом году летом. Делать это не раз в год, но делать это чаще. Потому что было действительно хорошо. Не было комаров. Что удивительно. Я думаю, они там, наверное, что-то делают в этом месте. Я ни одного комара не видел. Один пруд меня укусил, и тот пал смерти храбрых после этого. Пастор, вы их всех распугали. Когда вы уехали, они поналетели. Они поналетели. Это нужно всегда уезжать вовремя. Понимаете? Мы уехали вовремя. Куда уехала церковь, и сила ушла, и комары прилетели. Ну, основная эта часть уехала же. Вот. Поэтому я также хотел поблагодарить всех, кто принимает материальное участие в служении церкви. Что я сейчас только что сказал? В общем, кто дает в церковь? Потому что вы знаете, что церковь это мы. И мы не получаем никакого финансирования, мы живем за счет наших средств. Вот то, что вы даете, я открою вот тайну, я не знаю, мы просто до этого ездили, вот этот навес, который мы вчера снимали, в прошлый раз, когда мы ездили, мы заплатили за него 12 тысяч за аренду. В этот раз он нам обошелся в 35. Что как бы слегка... Я тоже так сначала подумал. Но так как я знаю, что это классное место, меня немножко покоробило, но мы заплатили, и я думаю, что это того стоило. 8 тысяч стоил автобус, около 9 тысяч стоило мясо, поэтому всем большое спасибо тем, кто дает, потому что в том числе эти деньги, они идут вот на это. Аминь. Да, слава Богу, поэтому давайте мы запланируем еще что-то. У нас есть предложение, может быть, мы попробуем другое место. Куда-то мы поедем, там тоже будет хорошо, знаете. Потому что не место красит человека, а церковь место. Да? Куда мы приезжаем, там хорошо. Помните, как я говорил, что трава, она... Есть такая пословица, что трава, она зеленее по ту сторону забора. Человеку всегда кажется, что где-то вот там оно всегда лучше. Но трава, она не зеленее ни по ту сторону забора, ни по эту сторону забора. Трава, она зеленее там, где ты ее поливаешь. Аминь. Есть русская пословица. Какая русская пословица? Там хорошо, где нас нет. Нет, это неправда. Там хорошо, где ты вкладываешься, где ты что-то делаешь, и там будет хорошо. Аминь. У нас есть еще одна часть служения. Это мы даем десятины и пожертвования. Я уже как бы рассказывал. Да. Можно вот ведра пустить. Если вы первый раз в церкви, и вы не понимаете, что это и зачем, просто не переживайте, не делайте ничего. Это не обязаловка. Мы делаем это, написано в Библии, доброхотно дающего любит Бог. Поэтому, если вы знаете, зачем мы это делаем, почему мы это делаем, Господь благословит вас обильно. Хорошо, но если вы сомневаетесь, нет никакого осуждения. Аминь. Я ничего не забыл, что еще. У меня после вчерашнего выезда немножко... Я до сих пор еще там, наверное. Ночью все спокойно спали. Ни у кого ножки не шевелились. Он в эстафетах бегал. Потому что было... Я кое-кого сегодня увидел, так вот. Один молодой человек шел. Я говорю, что случилось? Ножки болят. Такая нагрузка была вчера у нас. Я бы хотел еще, сейчас я передам слово пастору Андрею, и он поделится. Я бы хотел сказать, что мы на этой неделе мы были в Сунтарах с пастором Андреем, и меня просили передать вам привет от церкви там. Я хочу, вы знаете, меня всегда удивляет, что когда ты едешь куда-то, и ты смотришь, и что Бог он жив. Когда ты думаешь, знаете, когда человек он сидит на одном месте, ты думаешь, что ну вот у нас есть церковь, и все. Но это не так, знаете, есть такие места, куда ты, может быть, ты где ни разу не был, никогда туда не поедешь, но Бог, Он тоже там так же двигается. Тот же самый Бог. Он также благословляет людей. И это здорово иметь общение. Поэтому вам большой привет из Сунтарской церкви. И вот у нас сейчас Михаил здесь, давайте мы его поприветствуем, Миш, привет. Удивительно, ну, в смысле, что
Вроде бы там только что были. Уже здесь. Слава Богу. И вы знаете, что сегодня у нас, ну, по крайней мере, в православной церкви есть праздник. Сегодня Троица, Пятидесятница. Ну, в общем, кто знает, в чем суть праздника? Сошествие Святого Духа, да? И на самом деле, это удивительно. Вы знаете, мы не покинуты, мы не оставлены. Господь сказал, что пошлю вам утешителя. Что это значит? Это значит, что найдет. Проповедники, они приезжают и уезжают. И ты вроде бы приходишь, ты вдохновленный, все хорошо, но потом наступают серые будни. Да? Но у нас есть тот, кто всегда с нами. Он не уезжает, он никогда не покинет, он утешитель. Это означает, что в любой момент, где бы ты ни находился, что бы ни происходило, ты можешь обратиться к Богу и слышать от Него ответ. Разве это не здорово? Это просто реально круто. Слава Богу за это. Знаете, у нас такое великое преимущество перед верующими, которые были в Ветхом Завете. Потому что тогда Святого Духа не было. И вот первосвященникам приходило, это была там раз в год, да, это была встреча с Богом. Но у нас такая привилегия. Ты можешь приходить к Богу каждый день, слышать от Него каждый день и иметь с Ним диалог. И жаль, когда люди, они не используют эту возможность. Вы только вдумайтесь, у них не было такой возможности. Все вот эти жертвы и так далее. Но у нас есть. У нас прям, я не знаю, какое это преимущество. И преимущество перед этим миром. Поэтому используйте эту возможность. Аминь. Давайте мы пастора Андрея поприветствуем. Доброе утро. Слышно? Нормально? Ничего не мешает? Нормально? Всех вас приветствую. И вот относительно выезда тоже хочу несколько слов сказать. Так много внимания этому уделяется сегодня, наверное, для того, чтобы возбудить ревность тех, кто не смог поехать или не захотел, чтобы у вас было такое потом желание на следующий выезд поехать. Выезд — это всегда что-то особенное. Там особенные вещи происходят. Очень часто, когда люди там остаются на ночлег, вот эти вечерние общения, они настолько бывают откровенными, настолько бывают глубокими, и в то же время там и весело. И было потрясающее время, я сам очень благословлен. Спасибо, что пригласили. Конечно, пастор, я не знаю, за что он отрывался так на мне, потому что вот в этой эстафете я просто столько энергии отдал. Из любви, да. Был для меня такой приятный сюрприз увидеть вот 3 сестер, которые приезжали туда на этот выезд. Это Айталина, Ульяна и Лира. Это 3 сестры, их вообще 5 в семье, еще есть брат у них один, еще сестренка, да, и они приехали вместе со своими мужьями. Вот один сегодня здесь, Николай, 2, ну, видать, еще на пути, да, вот. Но знаете, что я увидел? Что вот когда мы что-то делаем для людей, когда мы сеем в их жизнь Слово Божие, оно может приносить плод потом в 3-м и в 4-м поколении, во 2-м, 3-м и 4-м поколении. Почему я так говорю? Потому что вот уже мы приветствовали пастора Михаила. Пастор Михаил очень много потрудился в Сунтарах. И мама вот этих девочек, мама Галина Егоровна, она уверовала при пасторе Михаиле. И не так давно она уже ушла к Отцу Небесному. Ну вот, пожалуйста, она сеяла в сердца своих дочерей Слово, потому что сама однажды получила Слово от пастора Михаила. Видите, какая последовательность? Как вы думаете, что они будут передавать своим детям? Они будут передавать своим детям то послание, которое когда-то получили. Но кто-то его должен высвобождать. Кто-то должен начинать высвобождать это послание. Поэтому я вот просто почитаю тех, кто это делает,
те, кто это делал, и это продолжается. Слово Божие ничто не может остановить и ничто не может связать. Слава Господу! Как уже пастор Алексей сказал, сегодня праздник, но он не столько православный, сколько вообще христианский. Православные тоже христиане, и мы тоже христиане, еще есть католики христиане. У нас одна Библия, мы верим в одного Бога, у нас формы поклонения и обряды немножко разные, но это все вещи второстепенные. Главные вещи, они у нас одинаковые. Это Библия, это Слово Божие, это вера, это один Бог, мы все верим в одного и того же Бога. И сегодня день Пятидесятницы, праздник Пятидесятницы. Пятидесятница, когда говорят праздник Пятидесятницы, для многих людей современной культуры это непонятное слово. Но это слово, оно больше относится туда, в те времена и больше к израильскому народу, потому что у них был праздник такой, Шавуот, это праздник плодов, собирание плодов. Они, по-моему, 2 или 3 раза в год собирали урожай. Представляете? Мы собираем 1 раз в год, они 2 или 3 раза в год собирали урожай. Вот у них Пятидесятница – это праздник собирания урожая. И именно в этот праздник сошел Дух Святой. Сошел Дух Святой на учеников, и они начали, с ними что-то произошло, и они начали говорить на иных языках. Произошло такое событие, они начали пророчествовать. Вот это вот само событие, его в христианстве называют Троица, праздник Троицы. Почему? Потому что явилась третья личность Троицы. В Ветхом Завете ярко выступает на первую роль Бог Отец. А в Новом Завете, когда приходит Иисус, на первую роль выступает Сын Божий. И когда Сын Божий возносится, приходит третья личность, Дух Святой. Это на самом деле для нас это огромное благословение. Огромное благословение. Посмотрите, 2 послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих написано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Посмотрите, какая последовательность интересная. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Вот у нас есть контакт с Божеством, со всей Троицей. Знаете, что Троица мне напоминает? Она напоминает семью. Почему семья имеет огромную ценность? Почему, когда Господь сотворил человека, первое, что Он учредил, это брачный союз, семью. Потому что семья это главное вообще в человеческих взаимоотношениях. Я понимаю, что есть люди, которые не нуждаются в семье, они просто одиноки, по жизни им хорошо, но это исключение. Оно бывает, но это исключение. Правило таково, что противоположный пол стремятся друг к другу, чтобы создать семью. Да? И чтобы родить детей, всю жизнь прожить счастливо. Да? Конечно, над этим надо работать. Но вот Троица мне напоминает семью. Почему? Потому что там есть Отец. И Отец — это вообще-то цель. Отец — любовь Бога Отца. Да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Вот каждый человек больше всего нуждается в любви. В любви Бога Отца. Почему? Потому что только тогда, когда человек доберется до своего источника, он понимает, кто он. Пока человек не добрался до своего источника, до Отца Небесного, он все время ищет, кто я. И всю жизнь он ищет. Есть разные тренинги, есть разные семинары, на которых помогают раскрыть свой потенциал. Но в конце жизни люди, они все равно говорят, кто я? Добился чего-то достиг, сколотил состояние. Но в конце концов, кто я? И никто вам не скажет точно, кто вы. Вам могут говорить комплименты, хорошие слова, вдохновлять вас. И это все правильно. Так и нужно делать. Но по-настоящему мы узнаем, кто мы, только тогда, когда мы приходим к своему источнику, к Отцу Небесному. Вот тогда мы
по-настоящему узнаем, кто мы. И знаете что? И приходит покой. В сердце человека приходит покой. Приходит вот этот по-еврейски шалом, это целостность. Человек обретает целостность. Он обретает целостность. И он перестает кому-то что-то доказывать. Он перестает бояться, суетиться. Поэтому наша цель – это Отец. А что открывает нам дверь к Отцу? Мы читаем здесь благодать Господа нашего Иисуса Христа. Благодать. Благодать в русском языке. Разделить это слово на два, значит благодать. Вот есть благо, его нужно дать. И через Христа мы получаем эту благодать, чтобы прийти к Отцу. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И третье, это общение Духа Святого. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого. Мы общаемся с Отцом Небесным посредством Духа Святого. И если говорить о семье, что Троица как семья, там есть Отец Небесный, там есть Сын Иисус Христос, в котором и мы все становимся сыновьями и дочерьми. Он нас всех в свою семью принял. Во Христе мы все становимся сыновьями и дочерьми Божьими. И там есть еще кто-то, Дух Святой. Он, знаете, Дух Святой, он нежный такой. Он как мама. Дух Святой как мама. И знаете, что в еврейском языке Дух Святой не мужского рода. Это в русском языке Он Дух Святой. А в иврите нет, не мужского рода. Больше туда мама. Когда мы читаем, как Бог творил землю, написано первый стих, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Второй стих, «Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водой». Вот это слово «носился» создает такое впечатление, что он вот так вот носился, туда-сюда, носился. Но Дух Святой никогда не носится. Дух Святой никогда не суетится. Дух Святой очень спокойный, Он очень нежный, как мама, как самая лучшая мама. И знаете, вот это слово «носился», его точнее бы перевести нужно было как «насиживал». Это вот как наседка, которая насиживает, сидит на яйцах, чтобы оттуда цыплята вылупились. И вот Дух Святой вот эту функцию он делал. Он насиживал, чтобы что-то там вылупилось нормально. Понимаете, вылупился такой, о! Он не носится никогда, он очень нежный. И поэтому так трудно общаться с Духом Святым людям, которые в жизни очень много пережили вот насилие, когда на них кричали, когда их принуждали к чему-то. Они думают, что вот общение, руководство Божие, оно только в такой форме. Сказал, сделал, направо, налево, прыжок вверх, это провокация. То есть, а Дух Святой он нежный, поэтому с Ним общаться нужно учиться. Он очень нежный. Он никогда не вламывается в дверь. Он может постучать. И тот, кто услышит, открывает, он заходит. Он очень нежный. Нежный. Знаете, когда молодые люди влюбляются, парень начинает ухаживать за девушкой, и они общаются, и он так нежно ей на ушко шепчет. Она его слышит. Вот такой вот Дух Святой, он очень нежный, очень нежный. Поэтому общаться с Ним нужно учиться. И я хочу сегодня рассмотреть вместе с вами 6 истин о Духе Святом, которые помогут нам возрастать в общении с Ним. 6. Вы можете их записать для себя. Первое. Дух Святой живет в каждом верующем в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. В каждом человеке, который уверовал в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа. Он живет, именно живет. Живет, жить, это значит постоянно пребывать. Вот это слово «жить» значит постоянно пребывать. Не просто иногда заходит в гости. Заходит в гости, чайку попей, поболтать о том и сём. Нет, он постоянно живет там. Вы знаете, место обитания Божьего на земле 2000 лет назад еще был храм в Иерусалиме. И там
было место обитания Божьего на земле, и люди туда приходили, чтобы встретиться с божеством. Они приносили жертвы, чтобы там встретиться с божеством. Но в 70-м году нашей эры римский полководец Тит, он разрушил Иерусалим, разрушил храм, и храма больше нет. А где же тогда Бог обитает? Где теперь Он обитает? Где Его можно найти? Наверное, в храме Христа Спасителя в Москве. Но храм Христа Спасителя появился намного позже тех событий, которые произошли в 70-м году нашей эры. Где до этого Бог был? Библия говорит нам, посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» Это риторический вопрос. Разве не знаете? Да, когда люди не знают, они от чего-то отделены. Когда люди невежественны в какой-то сфере, они от чего-то отделены. Знаете, это как происходит? Вот человек купил автомобиль себе, новый автомобиль, и ездит на нем. Ну да, ездит, он знает, как запустить двигатель, как включить передачу и начать движение. Одна педаль акселератор, другая педаль тормоз, и вот газ, тормоз, он ездит, поворотники включает, да? Но приходит лето якутское, 35. И он в этой машине, и окна открывает, понимаете, а там пыль. И ездит и страдает. А зимой, когда выезжает из гаража, едет, и холодно. И он одевает там валенки, тулупы, ездит холодно. Знаете почему? Потому что он не знает, что там есть печка, чтобы обогревать, и кондиционер, чтобы охлаждать. Это дополнительные опции, чтобы было комфортно. Можно ездить, конечно, и в мороз 50 без печки. Можно, есть такие умельцы, одеваются потеплее вперед. Даже без лобового стекла могут ездить. Можно ездить и в жару 35, там, знаете, без кондиционера. Конечно, можно, но куда комфортнее включить кондиционер и в прохладе передвигаться. Куда комфортнее. Есть опции. Если человек не знает, он просто чего-то лишен. Конечно, он живет, двигается по этой жизни, он как верующий человек, он имеет какие-то взаимоотношения с Богом. Но есть опции, которые могут очень облегчить жизнь. Очень облегчить. И вот, когда человек не знает, что Дух Святой живет в нем, знаете, что он все время вне, ищет Бога вне. Господи, приди, Господи, где Ты? Господи, почему Тебя нет в моей жизни? И вот этот вопрос звучит. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Разве вы об этом не знаете? Нет, я вам говорю, вот так есть теперь, знаете. 2000 лет назад Бог поменял место прописки. Он выписался из Иерусалимского храма и прописался в каждом верующем человеке. И взял свои вещи и переехал туда. Теперь Он обитает прямо в вас, в вашем сердце. Он ближе, чем вы можете себе представить. Поэтому, когда вы пытаетесь общаться с Богом, не нужно напрягать свои внешние уши, потому что Он внутри вас. Написано в притчах: у мудрого глаза его в голове его, то есть внутрь. Апостол Павел говорит: вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. То есть внутри тебя что-то происходит. Там Дух Божий живет. Аминь. Еще один текст также говорит. Опять тот же вопрос. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои? Знаете, о чем этот текст говорит? Этот текст говорит, что с того момента, как вы обратились к Господу, как вы назвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и вы доверили Ему свою жизнь, как только в вас вошел Дух Святой, ваши тела стали храмом Божьим, и вы не свои. Что это значит? Это значит, что вы не можете своим телом распоряжаться так, как вам хочется. Со своим телом нужно обращаться очень аккуратно, правильно его кормить, делать физические упражнения, да будет благословен пастор Алексей.
То есть нужно следить за своим телом, за своим здоровьем, потому что это храм Духа Святого. К нему нужно очень бережно относиться. К нему очень бережно нужно относиться. И здесь говорится, что вы не свои. Вы имеете Духа Святого, который от Бога. Он живет в вас. И вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Вы куплены, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Да? И вот то, что Бог живет во мне. О чем это мне может говорить? О чем это может говорить вам? То, что Дух Святой живет во мне. То, что Дух Святой живет в вас. Знаете что? Мы совершаем какие-то вещи. Какие-то даже грехи. Какие-то у нас мысли бывают нехорошие. Что, только у меня одного? Не, у вас, конечно, не бывает. Но иногда кажется, как Дух Святой может жить во мне? Вот я такой, вот я такие вещи совершаю, вот я такие мысли думаю. Как Дух Святой может жить во мне? Знаете что? Дух Святой действительно не может жить в нечистом сосуде. Он не может обитать в нечистом сосуде. Но кто из нас может сказать, я чист? Я полностью чист. И телом, и душой. Я ангел, только мне крылья оторвали. И отсюда что-то лезет, с этой стороны растет потихоньку. Я постоянно это напильником отпиливаю, но он все равно растет. Знаете что? Иисус Христос умер за нас, искупил нас своей жертвой. Навсегда Он за нас стал виноватым. Он взял наше наказание, понес нашу вину. И знаете что? Он своей кровью нас омыл и очистил, и навсегда сделал чистыми. То есть мы стали чистыми не из-за своих поступков каких-то правильных, там как-то себя отмыли, что-то с собой сделали, как-то поработали над своими грехами, ну стали немножко получше такие, ну получше уже получше. А что-то припахивает все равно. Наша праведность человеческая, Бог говорит, ваша праведность человеческая, как запачканная одежда. Там говорится еще более грубо, я не буду это говорить, потому что Господь иногда, знаете, так говорит конкретно, что мало не покажется. Поэтому наша праведность не подходит, нужна праведность Христа. Он сам нас очистил. И поэтому мы становимся чистыми настолько, что Дух Святой может в нас поселиться и жить. Это не от нас зависит. Это не от нас зависит. Знаете что, дорогие, знаете что? Вот у меня белая рубашка. Сколько раз моя жена уже ее стирала? Дорогая, ты можешь сказать, сколько раз ты стирала мою рубашку? Много раз она стирала мою рубашку. Я иногда, когда кушаю жидкое что-нибудь, супчик там, вот как правило, что-нибудь докапнет. Сюда, знаете, я не хочу этого, но оно все равно как-то капает. Потому что если это вкусно особенно, что-то перестаешь контролировать себя. Ложка как вентилятор начинает работать, да? Но она снова чистая, эта рубашка. Она снова белая, потому что она изначально белая. На нее может попасть какое-нибудь пятнышко, но его постирали, и все, и она опять... Потому что она изначально белая. Если бы она изначально была черная, то ты хоть как ее отбеливай. Она черная. Поэтому Господь, Он изменил нашу сущность. Он нас очистил настолько, что Дух Святой может обитать внутри нас. Да, иногда мы можем что-то сделать, какое-то пятнышко на нас там попало, что-то мы сделали, какие-то мысли. Сразу же беги ко Христу и снова говори: Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня простил. Я не хочу в этом жить. Аминь. Дух Святой обитает в нас не потому, что мы сами достаточно чистые, а потому что Христос нас очистил. Именно поэтому Дух Святой живет в нас и никуда не уходит. Это также говорит о том, какую близость Он с нами имеет. Представляете, какую близость Он с нами имеет, что Он даже говорит не как влюбленно говорит в ушко. Он говорит в самое сердце. Он еще ближе к нам. Такую близость Он имеет, что говорит в самое сердце, там внутри. И это нужно научиться слышать. Это искусство, научиться слышать Дух Святой.
Он говорит в самое сердце. Он настолько близок, что он в самой глубине, в самой сердцевине человеческой личности находится. И именно там он говорит. А люди, они пытаются напрягать внешние уши и говорят: Господи, скажи мне. И напрягают внешние уши свои. А он там говорит, внутри. Вот такая близость у нас есть с Духом Святым. Такая близость у нас есть с Духом Святым. Кто-то считает, что нужно услышать Бога. Ты слышал когда-нибудь голос Божий, когда Он говорил вот извне в уши твои? Ты слышал? И кто-то считает, что это так круто услышать. Но когда народ израильский это слышал, они говорили: ой, все, не надо. Моисей, иди ты разговаривай. Не, мы боимся, потому что это, друзья, повергает людей в такой трепет, такой священный ужас. Потому что если Бог начинает говорить, вся сущность человеческая начинает вибрировать просто. Вы слышали самые низкие частоты, когда вот музыку, подъезжает какой-нибудь автомобиль рядом с тобой на перекрестке, там сидят такие парни, знаете, у них бейсболки такие с ровными этими самыми козырьками, они жвачку жуют, там, серьга, и у них там бум, и ты сидишь аж подпрыгиваешь у себя в машине, и дорога аж вот так подпрыгивает. Такие низкие частоты, и знаете, это бьет аж по сердцу бьет. Представьте голос Божий, когда Он заговорит. Как, там написано, как движение вод, как шум вод многих. А Дух Святой, Он как мама. Он нежно там в сердце говорит. И нужно научиться обращать свое внимание туда, в сердце, в этот храм, где пребывает Дух Божий, чтобы его научиться слышать. Второе. Дух Святой открывает нам Писание. Он открывает нам Писание. Знаете, что Библию невозможно понять без Духа Святого, потому что Он является автором записанного слова. Дух Святой – это автор записанного слова. Посмотрите, второе послание Петра, 1 глава, 19 по 21 стих. 2 Петра, 1 глава, 19 по 21. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Без Духа Святого Библию понять невозможно. И без Духа Святого, когда люди используют Слово Божие, они, знаете, они как моралисты такие. Они ходят и вот мораль двигают, нотации читают. Детей воспитывать без Духа Святого, просто со Словом Божьим, это морализм. Я видел людей, которые очень хорошо знают Священное Писание. Оно прямо от зубов отскакивает. Иногда вместе с зубами. Но когда ты с ними общаешься, ты чувствуешь себя настолько плохо. Потому что он тебе все вот так. Ты только сказал, что он вот так Библия говорит, а вот так, и все. Тебе ни шагу туда, ни шагу сюда. Заковали тебя в цепи. Но Слово Божие не заковывает цепи. Слово Божие свободу приносит. Но если его использовать без Духа Святого, оно может не жизнь давать, а смерть. Отвращать людей. Когда Господь дал 10 заповедей Моисею, когда что-то произошло, народ отвратился к этому времени от Господа, они согрешили, и там умерло 3000 человек. Когда сошел Дух Святой, спустя много-много лет, автор этого слова, сразу же покаялись 3000 человек, сразу же 3000 человек спаслось. Слово Божие и Дух Святой – вот две рельсы, по которым нужно двигаться. Поэтому и сказано: вникай в себя и в учение, и занимайся им постоянно. Это помните вы эту историю, что про лодку и весла? Например, человек тонет, его
спасли, спасение как акт, и посадили в лодку. Он спасен, акт спасения. Это то, что не от него зависело, потому что он тонул уже все, его кто-то взял и вытащил в лодку, посадил. Не от него зависит акт спасения. Акт спасения зависит от Бога, а не от нас. Но дальше есть еще и процесс определенный. Я в лодке, но я еще не на берегу. Поэтому у меня есть два весла. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. И вот так поступая, доберешься до берега. И себя спасешь, и слушающих тебя. Но если одно весло использовать, одно весло, Слово Божие. Как лодка двигается, когда одним веслом работает? Как она двигается? На месте крутится. Это неправильно. Нельзя Словом Божьим двигаться, надо только Духом Святым двигаться. Что происходит? В обратную сторону. Это не работает так. Нужно два. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Но понять Писание без Духа Святого невозможно. Дух Святой – это автор, он открывает истинный смысл Писания. Знаете что? Так часто бывает, что я разумом понимаю. Но вот что я заметил. То, что люди понимают разумом, это вообще их не меняет. Скажите мне, пожалуйста, те, кто не делает зарядку по утрам, разве вы не знаете, что нужно делать зарядку, что это полезно для вашего тела? Разве вы не знаете? Знаете. Почему не делаете? Да какая-то лень, просто дел много. Я вот планы строю, что с утра, с этой недели я начну делать зарядку, планы строю, но мои планы все время разрушаются. Две вещи, которые разрушают мои планы. Это какие такие вещи? То тут, то все. То, что мы знаем здесь в голове, это не изменяет нас. То, что становится нашим убеждением, то, что попадает в наше сердце, вот это изменяет нашу жизнь. И знаете что? Я знаю, что есть такое правило, его называют золотое правило Библии. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Вы знаете это правило? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Все это знают, и я знаю, я же проповедник, я это знаю. Но однажды у меня состоялся разговор с одним человеком, с которым у нас очень такие хорошие, теплые отношения. И он мне говорит, вот этот человек вот так-то и так-то про тебя говорил. Нехорошие вещи говорил. Вы знаете, как один другому говорит: Самуил Маркович, вы знаете, что эти люди говорят про вас, когда вас нет рядом? Изя, я разрешаю им даже бить меня, когда меня нет рядом. Но когда он сказал мне, что этот человек про меня что-то говорил плохое, меня не это огорчило. Пусть там говорят, про меня говорят много плохого. Если на все просто обращать внимание, то можно вообще крест на своей жизни поставить. Меня не это огорчило. Меня огорчило то, что он ничего не сказал в ответ. Меня вот это огорчило сильно. Представляете, у вас есть друг, очень близкий друг, и кто-то при вашем друге говорит про вас плохое, а ваш друг молчит. Это хорошо или нет? Нет. Это нехорошо. И вот я почувствовал огорчение. И вы знаете, молился и говорил: Господи, почему вот он так поступил? Почему? Вот я как бы хочу доверять ему, почему он так поступил? И знаете, вот такие вот мысли, там что-то с этим борешься. Мы же люди, да, вот. Бывает, что в этом варишься, там что-то. Я уже не хочу в этом пребывать, поэтому я встал на молитву и сказал: Господи, Бог мой, меня вот это мучает, и начал изливать свое сердце. И вдруг, в своем сердце я слышу: итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Я говорю: в смысле? А у меня в сердце, знаете что?
А ты хотел, чтобы он как поступил? Что ты хотел бы? Я говорю, ну я хотел бы, чтобы он сказал, это не так, это неправда. И вообще при мне не нужно этого говорить. Он мой друг. Вот так я бы хотел, Господи. И знаете, что внутри меня? Ну вот так и поступай. Ты так поступай. Не ожидай, что другие так будут поступать. Ты так поступай. Вот оно. Я же знал это правило, но оно вдруг стало моим. Оно вдруг внутри меня открылось, потому что Дух Святой это сделал. Он открывает нам Писание. Он открывает нам силу Слова Божьего. Он открывает нам силу, которая может нас менять. Поэтому это очень мне помогло. Я с такой радостью стал молиться. Это очень мне помогло. Драгоценные, нам так необходимо иметь Слово Божие, читать его, вникать в него, но нам также необходим Дух Святой, чтобы понимать Слово Божие. Когда вы берете Библию по утрам, надеюсь, вы берете Библию по утрам. Нормально, берете чашку кофе или чашку чая и Библию, попросите Духа Святого, Дух Святой, открывай мне Слово Твое. Я хочу понимать Слово Твое, открывай мне его и начинайте читать. И слушайте свое сердце. Не просто разум, слушайте свое сердце. Он хочет открывать нам Слово Божие. Третье, Он является нашим утешителем. Он является нашим утешителем. Посмотрите, 14 глава Евангелия от Иоанна, 16-17 стих. Иисус говорит о том, что вот говорит, я уйду скоро, ученики опечалились, что ты уйдешь, и так плохо, ты с нами все время был, мы такими сиротами будем. А Он говорит, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Что такое утешитель? Вот это слово греческое параклетос. Параклетос это значит ходатай, заступник. Или современное слово адвокат. Ходатай это тот, который защищает. Защищает даже виноватого. Он защищает виноватого. Даже когда вы виноваты, Дух Святой все равно ваш заступник. Он все равно за вас. Знаете, как я за своих детей. Даже если они виноваты, я все равно буду за них заступаться. Ну, может быть, сам потом разберусь с ними. Но другим не позволю обижать их, потому что они все равно мои дети. Виноватые, не виноватые, они мои дети. И я буду за них заступаться всегда. Вы тоже так же? Да. А Дух Святой еще больше. Его вообще имя, утешитель, параклетос. Знаете, что есть клеветник? Клеветник это дьявол. Написано в Библии клеветник. Клеветник это значит обвинитель. Тот, который постоянно обвиняет, который постоянно говорит. Написано в Библии, что он день и ночь клевещет на верующих. День и ночь, представляете, зараза, не спит даже. Мы-то хоть спим, и даже не знаем, что в это время он клевещет и Богу говорит, вот видишь, какие у тебя дети, вот видишь, вот что, вот посмотри, как он день прожил, видишь? А ты говоришь, дети мои, дети, посмотри, дети твои. Он день и ночь клевещет, но Дух Святой, параклетос, он говорит, а они уже искуплены, за них уже цена заплачена. Это не их сущность, это их ошибки, сущность у них уже давно изменена, они праведные. Понимаете, есть состояние сердца, а есть временная слабость. Например, Иуда и Петр. Есть состояние сердца, когда один вор, Библия говорит, ворует. Он был вор, вот его оценка, так Писание его. И Петр, и тот вроде как бы одинаковые действия совершил. Отрекся один, и второй отрекся. Но этот временную слабость проявил. Это не было его состояние сердца. А у этого было состояние сердца. Он был вор, написано. Он хотел материальные ценности получить, выгоду получить из этого. Поэтому, ой, я же здесь... Привет!
Они большую часть проповеди меня не видят, я туда-сюда хожу. Поэтому Дух Святой – это утешитель, параклетос. Вы всегда, когда вы общаетесь с Духом Святым, Он будет всегда на вашей стороне. Всегда. Вам нужно научиться слушать не просто каких-то людей. Вам нужно научиться слушать не просто того, кто вас там обвиняет или кто вас оправдывает. Люди очень переменчивы. Самая непостоянная величина. Сегодня он тебе говорит: ой, друг, дайте расцелуй. Завтра говорит: он такой плохой вообще, не общайтесь с ним. Люди, но не вы. Люди очень-очень переменчивы. От любви до ненависти один шаг. Это про кого? Про собак? Нет, это про людей. Но Дух Святой никогда не переменчив. Он всегда за вас. Поэтому, когда вы с Ним общаетесь, когда вам плохо, когда вы чувствуете себя виноватым, начинайте общаться с Духом Святым. Почему? Потому что Он ваш ходатай. Он как любящая мамочка. Будешь обнимать, иди ко мне, сыночек мой. Но мне же уже 72 года. Ты знаешь, все равно пони, оно до конца остается жеребенком. Для своих родителей мы всегда остаемся детьми. Даже если нам 50-60. И для Духа Святого мы всегда дети Божии. Он всегда нас обнимает, как детей. Он всегда нас защищает, всегда ходатайствует. Дух Святой очень нежный, драгоценный. То, что говорит пастор Алексей, мы даже иногда не осознаем, какое преимущество у нас перед людьми Ветхого Завета. Что нам дан Дух Святой. Какое преимущество у нас. Какие опции мы имеем. Мы имеем опции такие, что не просто кондиционер и печка, а еще нажал и вертикальный взлет есть. Четвертое. Он всегда свидетельствует или убеждает нас в том, что мы дети Божии. Знаете, почему ему это необходимо делать? Потому что мы периодически в этом сомневаемся. Мы периодически теряем уверенность. Принимает ли меня Бог так же сегодня, как принимал вчера? Потому что в этот период что-то произошло, я что-то там сделал и так далее. Посмотрите, Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Сей самый Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Он постоянно нас в этом убеждает. Это одна из его основных функций. Одна из основных функций, чтобы нас постоянно в этом убеждать. Ты остаешься дочерью Божией. Ты остаешься сыном Божьим, несмотря ни на что. Потому что это не от тебя зависело, чтобы стать сыном Божьим. Это зависело от Иисуса. И поэтому это не от тебя зависит перестать стать сыном Божьим. Или дочерью Божией. И Он постоянно нас в этом утверждает. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Мы начинаем сомневаться, я сын Божий или нет? Бог меня все так же любит, как своего сына или нет? И Дух Святой говорит: все так же, я узнавал. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Это одна из его основных функций. Если мы не понимаем этого, если мы не позволяем Духу Святому нас в этом утверждать, то мы постоянно будем такие, знаете, вот колебаться будем. Колеблюсь, а потом говоришь: да заколебай. Все, и пошел по питерской. Дьявол именно в это и бил, когда он искушал Иисуса в пустыне. Вы помните? Он ему говорит: если ты Сын Божий, если ты Сын Божий. Вот это если дьявол, он постоянно пытается посеять сомнения в наше сердце. Он постоянно пытается расшатать нашу веру. И поэтому он задает такие вопросы. Если ты Сын Божий, говорит он Иисусу, тогда скажи этим камням, чтобы превратились в хлебами. Что значит если, товарищи баптисты? Что значит если? Я и есть Сын Божий. Мне зачем это кому-то доказывать? Но когда человек не позволяет Духу Святому его в этом утверждать, он начинает суетиться.
начинает доказывать, начинает по плоти чего-то. И даже люди в церкви, знаете, начинают по плоти чего-то делать, потому что они вот внутренне эту уверенность не переживают. Поэтому нужно позволить Духу Святому снова и снова свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Божии. Независимо не от наших поступков, не от поступков других людей, а зависимость от того, что сделал Иисус. Можете сказать на это аминь? Пятое. Он направляет нас, как родители направляют своих детей. Родители, каждый родитель хочет направлять своих детей, чтобы в жизни у них все было хорошо и даже лучше, чем было у родителей. Но, как правило, у этого есть, знаете, побочный эффект. Некоторые родители настолько сильно направляют своих детей, что оставили им такой узкий коридор, что они еле протискиваются в него. Я вот смотрю, есть фильмы такие, там есть такие, знаете, фразки. Вот есть один русский какой-то фильм, «Чернобыль», что ли, «Чернобыль». Там есть одна сцена, где парень с девушкой остаются в автобусе, в заброшенном месте, там автобус какой-то пустой, и они разговаривают, и вдруг у нее начинается такой, знаете, монолог. И она говорит: я вот выросла, мама с папой хотели, чтобы я закончила институт, я поступила в него, там с детства меня вот этого хотели, от меня вот этого, и я все это делала, и потом в конце такой вопрос: а что я хочу? А что я хочу? Какой вопрос повис большой. Родители, для нас вызов, дети это вызов. С одной стороны, помочь им в жизни, с другой стороны, не законтролировать их настолько, чтобы они стали вообще безвольны и делали только то, что мы хотим, а не то, что есть внутри. И Дух Святой, Он не так направляет. Дух Святой, Он очень нежный. Он не так направляет, как некоторые из нас это делают. Посмотрите, Деяния апостолов, 16 глава, 7 стих. «Дойдя до миссии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Как Он их не допустил? Дух встал на пути и сказал: не допускай. Стену построил. Нет, они были очень чувствительны к водительству Духа Святого. Это апостол Павел и его помощники. Он был очень чувствительным к Духу Святому. И когда он попытался идти в Вифинию, он почувствовал, что это не то. Это все на таком тонком уровне. Знаете, на Ближнем Востоке там общаются намеками. Это у русских: ну ты скажи прямо, что ты хочешь. А там намеками. В Средней Азии тоже намеками, знаете, так, намекают. И нужно понять эти намеки. Это, знаете, искусство такое, общение. Там Авраам, Сара умерла, поле хочет купить, помните, да? Хочет поле купить. И говорит, тут же этот сидит хозяин этого поля, и он говорит: поговорите с этим хозяином поля, чтобы он продал мне это поле. А он тут же сидит. Понимаете, как все это происходит? И тут: да что продать, я тебе так его подарю, бери, ты среди нас как князь Божий, бери. Авраам говорит: да нет, что я буду брать, давай я куплю, я могу купить. Назови цену. Тот говорит: да какая цена, этой земли цена 400 секлей серебра, но я тебе так дарю. Говорит: ну вот и договорились. Все вот так вот. Тонкое искусство общения. Дух Святой, Он никогда не бывает таким вот жестким, грубым. Кто-то говорит, знаете, делает какие-то вещи, которые не вписываются вообще в нормальные взаимоотношения. И говорит: мне Дух так повел, меня так Дух повел. Такое впечатление складывается, что Дух Святой только и делает то, что Он везде разлад вносит во все отношения. Какой-то дискомфорт создает. Дух Святой так не делает. Это не Дух Святой. Возможно, какой-то Дух, но точно не Святой. Также написано: Дух сказал Филиппу: пойди и пристань к сей колеснице. Деяния апостолов 8:29. Скажите, пожалуйста, мог ли Филипп сказать: не пойду я к этой колеснице, пойду я к другой колеснице, потому что вот это Лада Калина, а вот эта колесница Мерседес. Не пойду я к этой Ладе Калине. Мог сказать Филипп: не пойду я к этой колеснице? Конечно, мог сказать, но Филипп
был человеком Божьим, но он был очень чувствительным к Духу Святому. Он это уловил, и он понял, что здесь что-то сокрыто. И он такое сокровище приобрел, как министр экономики Эфиопии. И он подошел к этой колеснице, а там министр экономики Эфиопии сидит. И они с ним пообщались, тот уверовал, принял Христа, он его тут же покрестил и поехал. Все, представьте, какое влияние на Эфиопию было оказано. Один человек слышит Духа Святого, и потом такое влияние распространяется мощное. Поэтому Дух Святой направляет нас. Посмотрите, еще в Деяния апостолов, 10 глава, 19-20 стих. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневайся, ибо я послал их. Дух Святой сказал Петру и дал ему конкретное руководство. И знаете что? Вот с этого момента открылись двери Евангелия для язычников. Это он тогда пошел в дом Корнилия сотника. С этого момента новая эра наступила. Бог начал спасать язычников, потому что один человек был чуткий к Духу Святому, почувствовал направление, услышал, пошел и пошло пробуждение среди язычников. Это очень мощно на самом деле. Вы даже не представляете, что может Дух Святой сделать в вашей семье, с вашими детьми, с вашим родом, если вы будете слушать Его, искать Его водительство и направление. Вы даже не представляете, что может произойти. Поэтому не спешите пользоваться услугами Гугла. Окей, Google, меня не понимает мой подросток. Как мне быть? И Google отвечает: привет, меня он тоже не понимает. Ничем не могу помочь. Подростков вообще никто не понимает. Но Дух Святой имеет ключи. Поэтому нам нужно искать Его водительство. Он направляет нас. Он нежно направляет нас. Он нас направляет к лучшим решениям, к лучшим ответам. Он направляет нас к лучшим путям. Нам нужно искать Его водительство. Аминь. И, наконец, 6. Он помогает нам молиться. Зачастую люди не знают, как правильно помолиться. Зачастую люди не знают, как правильно помолиться. Мы вчера были на выезде, общались с одной семьей, такие классные ребята вообще. И они говорят: ну мы хотим как-то с Богом, просто не знаем, с чего начать. Мы даже не знаем, как молиться там начать. А как? Что, надо начинать, как начинать, не знаю. Уже как будто бьют, понимаете, уже все, мотивация есть, жажда есть, не знают, как начать. Мы иногда не знаем, как молиться. Ученики Иисуса, которые выросли в религиозных семьях, они выросли в религиозной стране, в религиозной культуре, они в конце концов говорят: Господи, научи нас молиться. Здрасте, приехали. Они не знают, как молиться. Нет, они знают, как читать молитвы, но как молиться они не знают, потому что читать молитвы и молиться — это не одно и то же, потому что молитва — это диалог, это дорога с двухсторонним движением. Можете сказать на это аминь? Аминь. Это не просто взять пулемет, выстрелить все свои нужды так, потом сказать: во имя Иисуса, во имя Иисуса, аминь, и пошел. Чего смеетесь? Знаете, про кого говорю? Но молитва — это диалог. Задать вопрос, послушать ответ. Услышать вопрос, ответить. Это диалог, это разговор. И Дух Святой, Он очень любит общаться. Поэтому и написано: благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого. Потому что Дух Святой, Он любит с нами общаться. Он любит с нами разговаривать. Молитва — это диалог. Диалог. И вы знаете, дорогие, знаете что? Он нас подкрепляет, молитва. Он нас учит этому. Он больше, чем мы даже хочет, чтобы у нас все получалось. Больше, чем мы даже этого хочем. Посмотрите, что написано
Послание к Римлянам, 8 глава, 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он хочет научить нас молиться. Он хочет это делать. А ты хочешь? Ну, смелее. Ты хочешь? Дух Святой хочет, чтобы мы молились умом, как написано в послании к Коринфянам, и молились Духом. Чтобы мы пели умом и пели Духом. Чтобы мы имели Библию и Дух Святой. Чтобы мы руководствовались разумом и сердцем. Не только сердцем, потому что глупостей можно много наделать. Не только разумом, потому что много можно тоже проблем создать и тупиков. А то и другое. И молиться разумом, Он хочет, чтобы мы научились и молиться Духом. Драгоценные, сейчас мы вот что сделаем. Вячеслав, ты можешь помочь начать уже вот играть? Вы знаете, музыка огромную роль имеет в богослужении. И Вячеслав — это тот человек, который может играть духовную музыку. Я вам серьезно говорю, у него есть такое помазание и дар. Вот сейчас Вячеслав будет играть, а мы с вами, знаете что? Во-первых, вот наверняка у вас есть какие-то вопросы неразрешенные, которые у вас на первом месте стоят сегодня. Может быть, это вопросы взаимоотношений. Быть может, это какая-то нужда. Быть может, это даже конфликт какой-то. Знаете что? Давайте сейчас мы начнем вот с чего. Мы обратимся к Духу Святому. И изложим ему эту нужду, а потом послушаем, как Он на это все смотрит, что Он об этом думает, как Он нас хочет направить, какое Он руководство хочет дать. И постараемся услышать то, что Он говорит здесь внутри. Я не могу вам рассказать технику, как это происходит. Знаете почему? Потому что если я вам расскажу технику, во-первых, я даже не знаю, как это происходит, не могу рассказать. А во-вторых, даже если бы я знал и рассказал вам, вы бы все время сосредоточились на технике. Но вам нужно сосредоточиться на Нем. На Нем. Вот это мы сделаем. А потом вторая часть нашей молитвы будет такая. Мы помолимся о тех, кто не крещен Духом Святым, тот, кто не молится на иных языках. И если вы этого жаждете, если вы в этом нуждаетесь, я вас приглашу сюда выйти вперед. Мы с пастором будем молиться за вас. Пастор Михаил тоже, поучаствуешь с нами, пастор Михаил, в молитве за... тебе уже ходить. Вот. Во второй части мы помолимся о крещении Духом Святым, чтобы вы начали молиться Духом, не только умом. Давайте сейчас поднимемся. И как я говорил, то, что у вас действительно на сегодняшний день является для вас самым актуальным, вопрос, нужда, проблема, может быть, водительство нужно вам. Сейчас обратитесь к Духу Святому. Обратитесь к Господу и послушайте, что Дух внутри вас будет говорить, как Он вас будет направлять. Драгоценный Господь, мы знаем, что здесь сейчас Твое присутствие. Оно здесь, потому что мы здесь. Потому что мы пришли сюда, и Ты в наших сердцах также пришел сюда. Драгоценный, Ты знаешь, что беспокоит людей, которые находятся в этом зале. Ты знаешь, какие есть вопросы, которые повисли. Ты знаешь, какие трудности есть. Ты слышишь сейчас, о чем они говорят Тебе в своей молитве. Дух Святой, говори в их сердцах. Покажи обстоятельства так, как видишь их Ты. Дай Твое водительство во взаимоотношениях, конфликтах. Дай Твое водительство, дай Твою мудрость. Мы просим Тебя, направляй сейчас Дух Святой.
просим Тебя, направляй сейчас Дух Святой. Говори сейчас. Спасибо Тебе, драгоценный. Аллилуйя. Чудесный Дух Святой, нежный Дух Святой, Ты говоришь в сердцах, научи нас слышать Тебя, научи нас понимать Тебя. О, чудесный Дух Святой, как благ Ты, спасибо Тебе. Просвети очи сердец наших, чтобы мы увидели чудеса закона Твоего. Покажи нам нашу жизнь, покажи нам нас самих, так как видишь Ты. Мы просим, утверждай нас в сыновстве, утверждай нас в том, что мы любимы и приняты, мы нуждаемся в этом, утешитель наш. Мы нуждаемся в этом, продолжай говорить наши сердца. О, приводи нас снова и снова к нашему источнику, к нашему любящему Отцу. О, Дух Святой, пусть прямо сейчас обнаруживается твердыня дьявольской лжи, и то, что препятствует, это ложь дьявольская, которая поселилась в сердца. Дух Святой, пусть эта ложь обнаружится Твоим светом, просвети сердца. Пусть закончится сегодня эта власть лжи во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Ты здесь. Ты здесь. Аллилуйя. Те, кто имеет такую жажду молиться Духом, молиться на иных языках, те, кто имеет жажду, у вас уже есть какое-то понимание об этом, но вы еще не молитесь на иных языках, выходите сюда вперед, встаньте лицом ко мне, сюда вперед, выйдите и встаньте лицом ко мне. Если это вас касается и вы в этом нуждаетесь, выйдите вперед, встаньте лицом ко мне здесь. В Писании есть как будто бы противопоставление. Апостол Павел говорит, я буду молиться духом и буду молиться умом. То есть то, что происходит от духа, ум не понимает. И Библия говорит, что когда я молюсь духом, мой ум не назидается, то есть он не участвует в этом, мой разум в этом не участвует. Это что-то большее. Вы знаете, что вы часто принимаете решения на основании того, что вы чувствуете. И это вообще нерационально.